Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Перед вами красивый вид города Бангкока. Одна из сотен район Люмпини парк. Вид с гостиницы Узитхани, станция метро Сала Даинг. Вот кто в курсе Бангкоке, вот, знает какое-то место. Улица Силом, вот это знаменитая улица Силом. Вот этот райончик, прекрасный район. Таких районов в Бангкоке очень много, таких локаций тоже десяток. И вот просто это один из видов, просто с окна с гостиницы вид вот Бангкок. Вы представляете, там тысяч гостиниц и какие там прекраснейшие виды. Но сегодня мы поговорим о гастролерах, которые вдруг решили вернуться к своим истокам. Гастролировать мы любим. Я-то путешественник, я люблю путешествовать, путешествия. Но вот есть люди, которые гастролеры. Вы знаете, да, о ком я хочу снова повести речь, об самом большом ингуше Артема Плато. И заглавлю это видео «Возвращение блудного сына». Ну вот, кто не в курсе, есть такой блогер в Осетии, Фред его зовут, но он тоже такой типажный блогер, всегда одевает папаху. И папаха, вот эту шапку чабана, вот такой он типажный блогер. И вот он тоже, я не знаю, или художник, я не знаю, какой-то творческий человек. И он, как я, точно такой же, как я, снимает по полуторачасовые видео каждый день. Иногда может 2 видео снять. Вот тоже я его смотрю, и вот я его смотрю, потому что, во-первых, он осетин, тоже интересно слушать осетинского блогера, а во-вторых, чтобы понять этих ингушей. Вот у меня такая, вот, хоть не знаю, зачем это мне нужно, вот я хочу понять, почему вот они такие. И вот это самый наглядный пример, если хотите знать, кто такие ингуши, вот идите к осетинским блогерам, слушайте их, что они говорят про этих прекрасных людей. И я-то говорю как чеченец, что они с нами жили 70 лет, и, скорее всего, больше они жили с этим осетином бок о бок, входили этот военный Владикавказский округ, и потом в 2020 году, когда пришли большевики, тоже совместное проживание, у них тоже имеется опыт общения с этими ингушами. Вот этот, как оно соприкасается с этим Артемом Плато. Есть такой ингушский блогер Артем Плато, который позиционирует себя, я не знаю, голубым, и постоянно делает провокации в сторону осетин, и вот старается поводу и без повода их там упрекнуть. И вот этот Фред рассказывает про этого Артема, что он вот это делает провокацию. Но я не буду это пересказывать, потому что мы не преследуем эту цель. А, очернить ингушей, обелить осетин или вручить Нобелевскую премию Артему Плато. У нас совсем другая цель. Просто мы всегда сейчас, все блогеры чеченские сидят и говорят, что в 2018 года ингуши там не так себя повели, не по-братски. И вот поводы без повода нашли маленький, малюсенький повод, и вот чтобы на нас наехать, и оскорбляют нас, и вот хотят стереть нас с лица земли. И Сталин не смог, Ваншка царь не смог. Вот ингуши, да, почему-то думают, что они могут лишить нас истории, лишить нас достоинства, лишить нас доблести. Но вот это люди, которые нужно...
про них расскажут те, которые жили бок о бок с ними. Вот, если они же до этого же 2004 года, 2000 годов они по чуть-чуть в сторону чеченцев делали фокус. И вот решили, сперва в 2000, когда создали Республику Ингушетия в 1992 году, вот они, пригородный район, вот они на этих осетин нацелились. То же самое, что с нами происходило, точно так же происходило с ними. Во-первых, осетины — это чисто аланы, вот они как бы, я поверю, что если скажут, что осетины аланы, вот и еще что они хотят, сперва, как с чеченцем, то же самое, хотели, присвоили себе имя аланы, город Магас, типа фальшивый построили. Аланские ворота построили, почему-то на чеченском языке это написали кол, хотя на ингушском. И вот это все, что можно было. Потом придумали село Заур. Все, что там только нет. Заурова. Она, представляете, есть Осетия, село Заурова, как и другое. Базоркино, разные села. И вот одно село взяли, и вот это придумали миф про этот Заур. Он был сперва Владикавказа не было, было вот это ингушское селение Заур, и вот эта история, много чеченцев повелись на эту историю, много чеченцев, вот знаете, как защищали этих ингушей, вот даже в российской, даже бытность Ичкерии, это председатель парламента сел вот это на российском телевидении, говорит этот Владикавказ, все это ингушское, это исконно ингушская земля, говорит наш чеченец. Как он ошибался, вот это их мнимая лживая дружба, вот сколько мы сейчас, интересно, вот этот глава парламента Яхья Ахмадов был, по-моему, Ахмадов был председатель парламента Чеченской Республики. И вот интересно, как он бы посмотрел бы сейчас, когда эти ингуши заявляют, что чеченцы существует, мы и ингуши, вот это. И я поэтому и говорю, я не верю ни одной сказке этих ингушей, не верю ни одному ихнему слову. Я поверю этим осетинам, и желательно, конечно, чем слушать этих провокаторов, этих жрецов, лучше пойти в грамотному человеку, вот это Фред, вот этот очень старается рассказывать. И вот точно как я, вот какие они манипуляции, какие они, вот это понятно, и чеченцы, ингуши, осетины, вот с какого бока вот и приперся вот этот великий, самый великий ингуш, вот этот Артем Блоков. У него какие-то перескоки, вот он сперва там бегал, сперва чеченцев, потом понял, что дело пахнет жареным, перешел на это сети провокат, вот русский парень, который родился на Алтае, живет в Краснодаре, вот с какого бока он, с какого тут, сейчас он находился в этом Краснодаре все лето, обдумал свою жизнь, и вот ничего не нашел прекрасного вернуться обратно в эти ингуша своим, наверное, в другой жизни. Он был ингушем, наверное. Вот сейчас переродился русским, и вот ему очень, он не своей шкуре, как эти бывает, парень родился, но он в женской шкуре, и вот транссексуал, вот что такое. И вот он тоже, это русское, или не знаю, где он там, грек, и вот не своей шкуре, почему-то ему кажется, что он ингуш. И вот это так очаровываться людьми, вот я не знаю. Это нужно иметь, я не знаю, какой-то узкий ум, узкие понятия. И, конечно, очень легко маленькие республики, 3 скалы и 4 поселка, конечно, там Перепарин, деревня, это же
и аплодисменты, и восклики Артем, Артемка. И вот блудный сын обратно вернулся. Ждем очередных сенсаций. И я просто сперва решил рассказывать про Артема. Зачем мне это Артем рассказывает? Сейчас я подумал, я-то планировал все это вот, немножко посмотрел его деятельность, хотел снова рассказать. Потом думаю, не знаю я, зачем рассказывать про эти старания. Интересно, ингуши это оценят. Вот пока они могут воспользоваться, да, это они будут аплодировать. Один прекрасный день, вот когда не нужно было сразу отвернуться, и не вспомнить, и был такой парень, Ванька, или не был. И вот такие дела. А я сейчас сижу, вот смотрю на этот Бангкок и думаю, как, вот знаете, как этот мир прекрасен, как он красив. Вот я тоже хочу, чтобы наш город Грозный был вот таким. А то, что я хочу, я же не могу претендовать, говорить, что, вы знаете, когда-то там чеченец спустился откуда-то там, основал вот это. И вот этот зависть, знаете, я вот, у меня нету зависти, я смотрю, я да радуюсь за этих тайцев, что у них вот такой климат, ужасный климат, если знаете, от 30 градусов постоянно жара, духота, это камни, джунгли. Это Бангкок, вы знаете, там, по-моему, 17-18 миллионов человек проживает, огромнейший город. И вот там столько этих зданий каменных. И вот, не знаю, вот они живут, работают, трудяги такие. Вот хотя по истории, у них тоже такая великая история государства Сиам. И вот это даже Бангкок, Таиланд, огромное государство. И сейчас население Таиланда 70 миллионов человек. Там, я не знаю, очень много провинций. И вот масштаб, очень масштаб. Кажется, такой бедный несчастный регион. Вот масштаб. Вот я жил в гостинице, вот это Патухман, принцесса Патухман, напротив этого национального он вот эта станция метро, этот район национального стадиона, где Министерство их таиландское спорта находится, и там же находится очень много спортивных сооружений, как вот тут, вот, как бы парк, точно такое же место, где вот эти спортивные сооружения, есть огромный спортивный вот этот стадион. И я как-то сижу, смотрю, приезжают автобусы, микроавтобусы, десятки там, 50-60 микроавтобусов со всех провинций, большие автобусы. Вот эти спортсмены, все туда приехали, а потом вечером на этой огромнейшем стадионе, обычно у них вечером бывает, потому что днем жара страшная, и вот они под вечер, чтобы вот не было, вот это будет после 8 часов, и там вот это, все эти спортсмены со всех этих учреждений, университетов, школ, со всей провинции в Таиланда приехали. Вот я сидел и думал, вот это называется страна. Вот это называется какое-то даже Министерство спорта может организовать такое массовое зрелищное вот это событие. А я напротив моей гостиницы смотрел, даже радовался. Кажется, бедная несчастная страна, вот такая мощь. И Бангкок сам, вот эти сотни дистриктов, огромный, мощнейший. Это только вот этот маленький часть, и там из таких районов у них сотни. И вот так, нет вот этого вот понтов, нет вот этого, ничего, живут своей жизнью. И даже соседи, можно было, вот их, вот это, они же древнее,
И вот нет никаких претензий. Наоборот, соседи, которые никчемные, вот они стараются охотить их земли. Была сейчас, по-моему, война с АОСом, по-моему, границ, Камбоджа решила прихватить участки земли Таиланда, даже была война. Вы представляете? И вот так всегда, когда ты, вот Таиланд успевает, преуспевающий регион, очень шикарно. Туристы, миллионы туристов приезжают. Только, вот, по-моему, было одно с Китая приезжал. Вы представляете? 15 миллионов туристов только с Китая. И вот все эти соседи, бедные, несчастные, нищие, вот глазят. И вот этот Таиланд, я понял, почему вот такое притязание к нам, чеченцам, у этих ингушей, потому что просто зависть, это просто зависть, что они успешны, что у них все получается, что они могут все, что, вот знаете, и вот да, если мы были бы в руинах и ходили бы протянутой рукой, конечно бы это не так сильно напрягало бы их. Просто потому что если ты страх же не ведом вот им качество, что сейчас они, чеченцы, раскрутятся. И сам ингушизм, самое интересное, сейчас провести референдум, вот это все, где чеченские были раньше, они прихватили, они проголосуют за вхождение в Чечню. И вот этого бояться страшно. И вот этот сон. Поэтому вот что они могут подлостью, вот своей никчемностью, своей вот завистью и несостоятельностью вот, делать мелкие укусы, как делает вот это кобры, вот это бывает, напрягает, потом отходит, потом накидывается, отходит. Вот такие подлые методы. И вот достоинство, знаете, великого, вот, часть чеченцев это великий народ, это великая нация. Вот через все, что только не было с ней, вот она проходит достойно, поднятой головой, не опускается. И то, что с нами случилось бы этими ингушами, вообще они бы, я не знаю, не вставали бы с колен. С ними ничего не произошло. И только депортация, они пережили самое страшное их, вот этот вот депортации и вот это трехдневное вот это столкновение. Вот и то подняли руки с русскими войсками, пришли на территорию Чеченской Республики захватывать чеченские земли. Вот на что они способны вот эти подлости, вот это, творить свои вот эти грязные дела. Так что радость ваша снова, как обрадовались ингуши, что он потом посты начал делать. Вот радость, вот ваша радость в этом. Вот радость, что у вас есть Артемка, что у вас есть вот этот никчемный, вот эта ваша интеллигенция, и вот вы немножко вот, век технологиями, потому что все заняты не созиданием, не строительством, не будущим. Вот тут присваиваем чужое. Это же легко. В этой бытность Чечен-Ингушская, все эти писатели, их родных, по-моему, 10 штук у Ингушетии. Вот откуда они взялись? Нигде, никто этих романов не читал. Никто глаза. Я с ребенком в библиотеке и вылазил. Вот я не видел, чтобы было там ингушские книжки, ингушских писателей. В этот час, да. И вот все эти люди, которые при должностях, министерствах были, ну все же грамотные люди, у них имеется больше опыт. И вот они вот всю свою вот как-то почему-то вот сидят там, наверное, войн, ничего не было, поэтому, знаете, пожили у чеченцам 70 лет, как там, это же потом пришли обратно своим истокам, своим Азрань, и вот, знаешь, легко все досталось.
без крови, без ничего. И, конечно, им что делать? Сидеть в этих социальных сетях и строчить эти гадости. И все это, хоть какой-то человек сразу начинает писать эти книжки. И сейчас это Фред говорит, написали вторую книжку про сотрудничество осетин с Гитлером. Представляете, кто это пишет? Ингуши пишет. Вот какие они должны быть твари. Вот напишите про своих абрейков, напишите про своих великих людей, про себя, про чеченцев пишет, и про осетин пишет. И вот это сидят, и вот это, да, потом говорят, о, мы какие грамотные люди, мы поэтому не учились, когда выходили на шабашки. Да, учились. Хорошо, что вы учились. Вы же в гостях, знаете, не надо никаких трудов. Там устроили слезные вот эти перед русскими. И вот бедные несчастные тоже наши были виноваты, сказать, должно быть все равноценно. Просто наши, это сейчас мы знаем, что они, какие они нам были братья, просто тогда ошибались. Им казалось, что они бедные серно, как они опекали, а эти, наоборот, вредили нам, чеченцам. И вот это несоответствие вот этих дел мне очень огорчает. И вот этот чечен что делал? Пишет, вот этот французы в годы войны пели песни про чеченцев на французском языке про депортацию. Сейчас две другие певички сели, поют эти песни и указывают, что это песня про депортацию чеченцев ингуши. Где там ингуши? Где там в словах ингуши? Там про чеченцев это рассказывается. Это когда у нас шла война, у нас бомбили наш город Грозный, десятки тысяч людей умирали, и тогда эта песня появилась в Франции. Она же появилась не про ингушей, бедных, которые сидели в кремлевских кабинетах и коньяк пили с Ельциным за великие Ингушетии, а про страдания чеченцев. А сейчас вот в заднем плане это приписка ингуши. А когда эти ингуши сидят на своих вот этих, нигде не упоминают ни слова про чеченцев. Нигде. Странное вот это желание, я не знаю. Вот они вот на вас льют грязь, топчут эти сапогами, а вы стараетесь еще, я не знаю, как это. Это же чересчур. А затем это тоже девушки, вот эти блогерши, молодая девица чеченская, пришла с Москвы, снимает, и вот туда же снимает про Гудермес, снимает про Аргун, снимает про Грозный, и туда же сует этих ингушей. А при чем они там? Она же... Хорошо, ты хочешь рассказать про ингушей? Едь Азрань, и там показывай их жизнь. И вот тогда говорили, что это ингуши. А говоря про чеченцев, находясь в Гудерме, по-моему, она с Гудермес откуда. И вот эта красотка сразу туда, речь идет о чеченцах, о чеченском вот это, и туда плюет вот туда про этих ингушей. Вот это. И нужно, пора это прекращать. Вот они, вот почему вот у них, им-то это выгодно, очень выгодно. И вот я не знаю, вот это, я боюсь, что вот какой-то они специально, какую-то часть населения чеченцев, они вот их сочувствующие, чтобы потом что-то какую-то они сделают провокации, и вот чтобы мы, чеченцы, не смогли бы, как и осетины, их послать. Вот точно так же, не надо жалеть никого. Вот если вот придут, хорошо, что у нас этих ингушей нет, чтобы их депортировать, их нет. И вот с ними сосиска, с ними вот это, вот какую-то провокацию делают, конечно. Как они, сколько раз они это сделали. И вот чтобы вот это, чтобы не был все чечен, вот чтобы была вот это, чтобы сочувствующие. Вот они поэтому
и сидят всегда, вот, и представляете, говорит, что чеченцы никто, они кочевники. И в тот же месяц мы не все чеченцы, вот это, есть кадировцы, есть эти, вот эти. И разделили, и вот я не знаю. Это Артемка бегал в Краснодаре, бегал бы и дальше, конечно. Но, ну нет, мы хотим снова к своим корням. Ну, что мы можем сказать, вот знаете, вот они умеют, даже русского парня так обработать, многих вот и в Европе, которые чеченцы живут, вот расскажите, все эти ингуши, друзья этим чеченцам, вот это тоже странно, потому что прикованы, вот, э, и вот они свою политику, свою вот это, не о, Кадыров такой плохой, это то, чеченская власть неправа. Вот они такой тихой, такой гибридную вот эту политику ведут. Вот многие чеченцы попадают. Вот не все же могут вот распознать это ложь, распознать вот это. И вот это, и потом, когда они собираются сами, вот потом, знаете, чеченцы пальцы, пока это, то все. Вот я не знаю, вот почему все так происходит с нами. И вот если бы наши отцы, наши прадеды были бы такими же, как мы сейчас, такие мелкотелые, такие э, легко доступные, интересно, была бы Чечня вот такая, как мы сейчас на этой карте видим. Скорее всего, не была бы. Не была бы. Но это, знаете, даже родные братья делят между собой этот забор, делят между собой эти дома, все вот это. Почему вот это не пора ли нам, товарищи, тем более они нам никто, они же говорят, что братья грузинам больше, чем братья грузин, чем чеченцам. Хорошо, поверим вам на слово. И вот нужно по чуть-чуть их оставлять за бортом. Вот мы будем вот так процветать. Я, честно, вот такой уверен, потому что мы чеченцы, да, мы пережили, вот люди, которые пережившие горы, пережившие несчастье, пережившие это все ужасы, вот они могут вот стойкие такие вот чудо, вот, когда вот это хотели русские грозный перенести Гудеремес, это Рамзан Кадыров даже не было, вот это, сколько ему было, это его отец. И да, он говорит, мы восстановим город Грозный. И представляешь, если он тогда бы поддался бы по этим уговорам русским, у нас не было бы ничего, ни гордости, ни достоинства. Это, да, вот так это. Потом отец, потом сын. Сказали, вы не сможете и вести этот мусор этих зданий за 10 лет. В течение 1 года миллионы тонн этих мусора вывезли из Грозного. В течение 1 года очистили весь город Грозный. А потом через несколько лет, вот там, не знаю, в течение сколько-то лет, вот все это здания, все вот не было так видно, что это война. Как когда Первая Чеченская война закончилась, это же, кто был в Грозном, же страшные картины были. Разрушенные здания так и стояли. Никому до них дела не было. И вот это где-то центральный рынок, это был кошмар. Там ходить, что там стоял рынок. И вот это, да, ичкеринские власти были только заняты одним делом. И вот это вот стойкость чеченцев, мужество их, вот показывает. Поэтому я, когда я вижу Таиланд, тайцев, которые... И вот сразу я думаю про нас, чеченцев, какие же мы молодцы, честное слово. Вот кто себя похвалит, если сам себя не похвалит? Вот это только такие люди, как мы, чеченцы, как и тайцы, как и другие достойные народы, которые, знаете, пережили все, вот могут вот чудеса творить. Я в Грозном, я жил в старом Грозном,
Да, это было мощное советское государство, Чечен-Ингушская ССР, там шестая экономика СССР. Но все равно не было вот это одно 16-этажное здание и 12-этажное здание. Одно здание было 16-этажное возле реки Сунжи, это тонкий этот здание. И был вот президентский дворец, который болгарские строители для детских диспансеров. Ра был детским диспансером, республиканским детским диспансером, что-то такое. И потом он стал президентом. Два этих здания, сотни зданий в Чечне, больше 20 этажей. Сотни зданий, больше 20 этажей. Это небоскребы же, 30-этажные, это же уже небоскребы. Вот так. Это только я в 2019 году был в Чечне. Представляете, за 7 лет картина Грозного вообще изменилась до неузнаваемости. Еще пойдет, даже я вот сейчас еще темпы растут. До 2030 года я боюсь вообще, что будет с Грозным. И я радуюсь, потому что это твоя родина. Знаешь, успех, вот, да, если было бы вот эти жалкие, ничтожные людишки, которые по другую сторону границы, которые из этой, из другой, с обоих сторон, вот, своей жалостью, своей никчемностью, пусть подавится, а мы будем процветать. Это Бог на нашей стороне, поэтому все. Да, вы напишите книжки, она никчежна, никчежна. Вот что вы можете сидеть, строчить доносы, как стукачи, и вот строчить эти книжечки, которые вот писать эти. Это, я думаю, не один человек это делает, это группа людей, они же есть эти группы, и вот они и карты подделывают, и все это они, вот. Короче, будьте начеку, чеченцы, товарищи, просто вот не дайте себя обмануть. Вот да, это бывает приятно, когда мы братья, вот это, да, это мы уже проходили 70 лет. И вот если вы хотите дружить, пожалуйста, дружите, вам никто не запрещает. Осетинам, дагестанцам, аварцам, балкарцам. Кем хотите, вводите эту дружбу. Но не нужно на весь чеченский народ это провоцировать, что вы вот это. Да, братья это хорошо, дружба это хорошо, но оно же имеет свой смысл. И когда люди, ты-то искренне, ты-то с чистыми помыслами хочешь предложить эту дружбу, а другой человек, который хочет с тобой, вот, тебе использовать, хочет тебе обмануть, хочет с помощью тебя свои черные дела делать. Вот это нам не нужно. Вы скажете, у нас нет войны между чеченцами и ингушами. Есть. Она есть гибридная, информационная, политическая. И вот она, вот это не мы, чеченцы, начали, это начали, это ингуши. Они не останавливаются, они не успокаиваются. Вот я с осетинами они тоже вели, но не так, как с нами. Вот потому что когда какой-то гондон, а как это слово скажешь, ты по-другому не скажешь, откроет свой рот, никто ничего не получает, я извиняюсь, конечно, такое грубое выражение, а как по-другому? И вот ему не прилетает, вот вдохновляется вот свой вот это. Он сделал гадость, прошло, потом другое, потом третье. Когда человек без контроля, вот никакие рамки, вот он начинает вот это гнушаться, и вот это безнаказанность приводит вот этим последствиям. Вот это последствия Ингушетии. Им не нужна была эта республика
для Ингушей. Им нужна была эта республика, чтобы присваивать чужой. Вот это, чтобы узаконить свое воровство. Вот узаконить свое воровство. И поэтому никаких дружб, никаких чеченцев, есть чеченцы, ингуши, бывший чеченский тейп, не нужно нам он то. Хорошо, что они ушли. И вот мы аплодируем. Пусть живут себя, пусть процветают. Нам они никакого отношения не имеют. И вот я раз всегда говорю, живите 100 лет. Вот я не хочу. Вот вы если будете вот так жить, вас никакие вот это проблема для чеченцев. Это когда пустые, никчемные люди, вот они, знаете, и врут хорошо, и не стесняются эти свои лжи. И вот это, короче, распустили свои берега. Вот чеченцев, вот я вот, очень много вот этих роликов есть. Вот я удивляюсь с вами, честно слово, удивляюсь. Вот не видеть очевидное. Вот то, что, да, это они типа обиделись, им можно говорить, а вот когда другой чеченец в защиту себе что-то говорит, нет, это неправильно, так не надо говорить. Вот я всех этих провокаторов, вот чеченцы приходят ко мне, ой, почему ты даешь вот это? Я хорошо всех закрыл. Видите, сколько у меня просмотров? Потому что вот им даже не нравится. Хорошо, если эти люди для чего? Хотят просто так, знаете. Я специально оставлял открытые сообщения, чтобы чеченцы другие видели, какие они ничтожные, какие они мелочные, какие они грязные подонки. Я специально их оставлял открытые. А сейчас все закрываем, и вот результат. А потом, говорит, продолжай работать. Как я могу продолжать, если пара сотен человек? Это как? Это же там же это же не так делается. И вот вы даже не можете, вот вам неудобно, какой-то ингуш что-то пишет, вот для чего тогда вы, чеченцы? Вот они точно так же на всех этих сайтах сидят и строчат нам гадости. Вот поэтому я оставлял это все открыто, заблокировал, кого я мог. И вот результат, вот вы хотели, вот я вам положил. Я так, свобода слова, она имеет. Если я тоже имею право говорить, если, знаете, я буду говорить, они будут там писать красивые комментарии, как другие чеченцы поймут, что они подлые, они ничтожны. Они же сами себе раскрывают в своих этих комментариях, в своих этих лжи. Вот он приходит и такую ересь пишут тебе, волосы дыбом встают, и вот тогда эти чеченцы начинают вот это, чтобы их раскрывать. Они же такие хитрые. И как я их раскрывал, специально оставлял открывать компьютер, чтобы видели другие, что они пишут, что у них в голове. И вот ваши результаты. Вот даже Артем Плато не сдержался, сидел в Краснодаре, решил обратно вернуться, чтобы продолжить эту политику защиты ингушей. А что я? Я же не могу постоянно что-то говорить. И вот сейчас очень странная ситуация. И я не знаю. Ну, вот такие дела. Я скоро тоже поеду в Бангкок. Конечно, эту гостиницу я не буду останавливаться, но рядом гостиница у меня есть. Вот я в разных гостиницах любитель останавливаться. Вот я еще немножко расскажу вам про Бангкок. Про Ингушей я вам уже рассказал, что я мог рассказать. Очень много вещей, которые сами чеченцы должны. Я это одни блогер. Вот почему нельзя вот блогерством заняться? Это же благородная цель. И слава придет, и узнаваемость. У меня был резонансный блог, который, хотя подписчиков у меня очень мало, но вот тысячами просмотров, все вот это. И вот
я не знаю, я слушаю вас, чеченцы, вот вам не нравится, что ингуши сюда приходят, что-то пишут. А, и я понимаю, я не даю площадку, это я не историк Башлами, вот вы просто не поняли, что я это приватный, просто человек в своем доме сидит и разговаривает с вами. Это вы не путаете исторические блоги, где вот конкретно профессионально это разбирает, и там не нужно площадки давать, потому что эти люди, они вот, а тут в комментариях вы можете даже сами эти комментарии, вот можете же так же делать, пару накинуть, может быть, убрать вот это. Я вот это э, администратора сделал парня, исчез. Вот пусть он хочет, вот я ему ничего не сказал, он вот так, имя я не буду называть. Хорошо, я его сделал администратор, вот этот, вот если хочет, любой он может убрать вот, комментарии. Я не думаю, что он все комментарии убирает, это так взять тоже. Знаете, каждый человек имеет свое мнение. От чего вы ожидаете, если у них такая пропаганда массовая, и люди там же зомбированы? И как этот человек, да, там проходили вот эти дамочки, тоже доставало меня. Их же, вот для вас этот, вот этот человек это, обиделся, что я оставлял вот комментарий вот этой мадам, достала она у Рыжего, да, тоже меня доставало. Но до этого, может, знаешь, сколько у них было вот этих дамочек? Очень было много. И вот просто как блогер для меня это очередная вот эта мадам, которая решила вот это. Хорошо, она так пишет. Это же я же специально ее оставлял. Она известный человек. И вот просто как вы узнаете, кто они такие? Там есть же их много. Это простой парень или девушки ингушские так не пишут. Они только люди, которые блогеры, которые вот это. Что я им сделал, тоже непонятно, почему они проходили. Даже этот русский Бузуртан, он своим открытым аккаунтом пришел. А так закрытым аккаунтом постоянно у меня сидел. И вот старался вот это. И вот защиту Танзилия Чабиева пришел русский. 3 комментария оставил своим открытым аккаунтом. И вот они вот так. Они вот так. За своих держатся, за своих защищают. А у нас, чеченцев, знаете, демократия. Полностью. Честно, это была демократия. Вот все вот ингушей 5%, наш чеченцев 70%, русскоязычных 25%. И вот как это? Должно быть вот 5 песен чеченских и там максимум 1 или 2 песни ингушских. Нет, так нет. 3 ингушских песен, 3 чеченских. И вот так было вот это. И вот даже, представляете, в Чечен-Ингушской ССР был Чечен-Ингушский театр им Хампашинор, Чечен-Ингушский. Для чеченцев и ингушей. И вот они добились в конце 86 году, по-моему, добились вот свой ингушский, еще дополнительно отдельно в Грозном они создали ингушский театр. Представляешь? А у чеченцев нет своего отдельного чеченского театра, а эти ингуши, если чечен-ингушский, да они могут тоже спектакли ставить, им никто ничего не говорит, но создали свой отдельный ингушский еще, в Грозном. Представляешь? Не в Азране, в Грозном создали. Вот это вот так это. И вот такое толерантное отношение к этим некоторым тварям, я не говорю все, но вот есть, вот сейчас то, что я вижу, то, что я слышу, это твари, их людьми называть нельзя, подонки, никчемные люди. Вот я представляю, какой у них моральный облик, как они, вот это там, не знаю, эти дырками эти простыни у них, вот это политическое, все, вот, это аморальные люди, они вот такие, у них нет ни границ, ничего. И вот я даже, вот поэтому вот так, почему они преуспевают, потому что это аморально все.
Вот у них нет вот это, никаких издержек. И власть, и правительство, и ингушские эти тепи, это теповых не было. Только один вот эти тепы, вот эти институты, ни о чем, ни о чем. Это какая-то завеса, вот видите, вот мы вот такие. Эта республика нужна была только для одного узаконить воровство. Вот они эти узаконят. Но это такая тоже. Если это было бы... Сейчас я пойду дальше. Вот начал я очень так тихо, мирно. Сейчас пойду дальше. Очень... Если бы... Вот да, они там провокации делают, вот это фальсифицируют, вот это придумывают эти сказки, басни. Этим же они еще бы как бы розум там строили бы, все развивались бы стократно, обороты у них бы. Тогда это было бы очень, знаете, это было бы опасно. А сейчас ничего вот это, если это не было бы Гуцериева, я боюсь никому даже забор кладбища построить. И вот так, я молчу о этих, вот это все это фонд Гуцериева, все, что делать. Вот, а все, вот нужно же трудиться во благо своей республики. Вот чеченцы, как они трудятся? Да, вам это Рамзан не нравится, потому что он руководитель, он аец. И вот показал всему миру, что, кто мы такие. И вот вам, конечно, вот вам, вы же не строите, ничего не делаете. Вот, да, вот весь вас труд, вот этот, сидите там и в этой сказке сочиняете. Писательством, вот этими баснями сыт не будешь, конечно. Это потом, когда будет явно что-то, вот увидите, когда мы будем... Вот я иногда, знаете, как вот в Бангкоке тоже думаю, почему вот Бангкок именно богатый, развитый, а рядом эти страны нищие. Это вот так бывает. Они неправильно свои ориентиры, неправильно свою дорогу выбрали. Точно так, я боюсь, эти ингуши вот так же нищие останутся. Да, это пара зданий они построят, но в основном это будут нищие люди. И вот рядом будет процветать Чечня, которая за эти 20-30 лет, там, я не знаю, в космос улетела. Вот это будет. Вот поэтому они на нас озлобились. Поэтому ненавидят нас, ненавидят. Вам кажется, вот любят только себя ингуши. Вот прохваляют свои. Вот видите, сколько, смотрите ингушское телевидение, сколько там вот этих прокламаций у них. Любой человек ингуш, это история, сюжет, головы нервно к сторонке курит, короче. Вот сочинять мы хорошо умеем. Просто я хочу сказать, это будет проблема для нас. Будет большая проблема, потому что будут завидовать, будут нервно кусать ногти и будет гадничать. Подлянки будут устраивать, будут стараться, чтобы вот это все, я не знаю. Вот такая печальная история этих товарищей, соседей. Даже вот видите, мои желания даже не хочу дальше. У меня есть красноречие, я могу часами говорить, но вот в последнее время желания никакого нету. Даже думаю, очень много вещей, которые я не просто так сижу дома, я смотрю, слушаю, очень много тем, которые можно было бы развивать, но так думаю, не стоит, конечно, не стоит. И буду в Бангкоке, буду вам показывать город, но это не скоро, тоже не скоро. Я в год 2 месяца бываю там. И вот так будем тоже скоро собираться. Так, по жизни, что у нас? Все как всегда.
трудимся, радуемся мелким вот этой радости. Нам что? Нам не впервые трудности, мы не боимся этих трудностей. Но не хотелось бы, вот знаете, все, знаете, но все равно ингуши это ингуши, врагам мы не хотим. Это же тоже, значит, если мы будем заниматься ими, что-то упустим свое. Поэтому у нас нет времени на все эти болгары, на все эти обиженки. Эти ингуши достали, если честно. У нас столько фронта работы. Из-за этих две чеченские войны, из-за этой Ичкерии мы потеряли почти 20 лет, и мы сейчас должны все это наращивать, все это, знаете, трудиться днем и ночью, пути это много чего нужно восстановить, еще много чего нужно написать. И вот если мы будем отвлекаться на этих шепоклявок, этих нам просто не нужна лишняя проблема. И так у нас врагов хватает. И вот поэтому я и просто говорю, что не нужно доверять этим людям. Нужно быть немножко осторожнее. Вот мы это обожгли в ЧССР, вот обожгли все это во время Ичкерии. Мы вот не смогли даже свое. Вот, я не знаю, это Джахар Дудаев хотел воевать, это Россия, огромная Россия. Почему он не смог даже вот эти Сунжский район сохранить? Тоже это вопрос. Вот оставил на потом, на потом, на потом. А эти же не сидят, не хлопают глазами, ушами. Вот они базы заселяют своими ингушами территории. Вот, конечно, за 20-30 лет заселили все. И вот это еще даже ничего. И это когда они увидят, что у нас все хорошо, все у нас красиво, сами обратно прибегут, вспомнят, что они всю свою жизнь были чеченской, в этот, входили в состав чеченской вот этой автономии, там, республики, и вспомнят про свои корни. Ну, такое дело. Пока-пока, с вами был Одинокий Джей, я извиняюсь, если честно. Этот ролик я бы, как всегда, может, я не поставлю, может, поставлю, чтобы какой-то фон для вас был. Конечно, не получился он у меня, скорее всего, второй дубль нужен, но, к сожалению, у меня нет желания дальше вот так трудиться днем и ночью, и вот бывает такое разочарование в жизни. Когда я это начинал, когда я это говорил, я думал, что у меня была надежда, что не все потеряно. Но вот сейчас я уже понял, что все потеряно. Обратно это никогда не... Обратно мы не можем это поставить на паузу, потом делать вид, что ничего между нами не было. И вот это дает, отрезвляет твой ум. И вот нужно двигаться дальше, забыть про этих людей и двигать про своими делами, заниматься своими заботами. И вот все будет хорошо у нас, чеченцы. Я надеюсь, что будет хорошо. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон.